Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба провел онлайн-разговор с экс-председателем правительства так называемой автономной Абхазской республики в изгнании Вахтангом Кулбая. И Сергей Шамба, и Вахтанг Кулбая отвечали на вопросы грузинского журналиста Вану Чокорая. Сергей Шамба сказал о том, что грузино-абхазский конфликт не нужно оставлять детям и внукам, и необходимо искать возможности для мирного сосуществования, а по прошествии 30 лет можно начать уже какие-то движения в сторону взаимопонимания. Секретарь Совбеза Сергей Шамба и ранее выступал с позиции диалога с Грузией, но отношение к его инициативам в Абхазии весьма однозначное. Так председатель ветеранской общественной организации «Аруа» Тимур Гулия дал состоявшемуся разговору жесткую оценку. Он считает, что никакие переговоры с представителями правительства Абхазии в изгнании невозможны. Я абсолютно убежден, что с представителями правительства Абхазии в изгнании Республика Абхазия не может общаться ни в каком формате. Это не уровень секретаря Совбеза Абхазии. У меня возник вопрос, санкционирован ли данный диалог руководством нашей страны? Секретарь Совета Безопасности является государственным лицом, и его слова рассматриваются как отображение официальной линии высшего военно-политического руководства Республики Абхазия. Вопросы, связанные с переговорными процессами Республики Абхазия и Грузии, были представлены президентом Республики Абхазия в концепции внешней политики Республики Абхазия, где был пункт об многоуровневых переговорах с Грузией. Однако наше общество отнеслось к данному вопросу с протестом. Дело даже дошло до открытых парламентских слушаний с участием политических и общественных организаций республики. В конечном итоге президент Аслан Бжани и его администрация вынуждены были удалить данный неприемлемый пункт для Республики Абхазия. По мнению Тимура Гулия, абхазо-грузинская война была неизбежна. Националистические устремления Грузии актуальны и сегодня. Действующий закон в Грузии об оккупированных территориях яркий тому пример. Я не вижу условий к диалогу со страной, которая проводила геноцид абхазского народа 2 раза, только за 20-е столетие. Грузия должна ответить за все преступления, в том числе выплатить репарацию. Если предположить, что Грузия нас признает, это несет большие риски и угрозу на данном этапе. Что может произойти? Грузинский бизнес, пользуясь финансовой подпиткой Запада, начнет все скупать. Начнется привлечение инвестиций, начнутся интеграционные процессы, как на государственном уровне, так и на уровне простых граждан. Я считаю, что Республика Абхазия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с врагами и признании Грузии. Республика Абхазия нуждается в глубоких реформах государственной системы управления. Разговор с грузинским политиком и грузинским журналистом прокомментировал и лидер форума народного единства Абхазии Аслан Барцыц. Он уверен, что ни в Абхазии, ни в Грузии сегодня нет сил, готовых поддержать идею совместных контактов, так как ни одна сторона не готова к этому, и у каждой на то свои причины. После просмотра данного материала мне стало грустно. На мой взгляд, Сергей Миронович застрял в начале 90-х. Потому что та ситуация, которая складывалась накануне войны, и те попытки избежать военного конфликта, но при этом соблюдать интересы своей страны, своего народа, это было очень актуально. И на самом деле те попытки, которые принимались, они были важны. Сегодня ситуация не только в Абхазии, но и в мире в целом изменилась. Поэтому возникает первый вопрос. А зачем все это? Для чего нужны эти разговоры, переговоры всякие? Я полагаю, что в Абхазии нет значимых сил, заинтересованных в налаживании отношений с Грузией. Если не считать тех попыток, которые Бжани предпринимал в начале своей деятельности. Так же, как и нет значимых сил в Грузии, которые понимали бы, что произошло, правильную оценку дали бы этому всему, и пришли бы к выводу, что с Абхазией разговаривать с позиции старший, младший, скажем так, и так далее, после того, как произошла кровопролитнейшая война, не имеет смысла, потому что память народная
И та боль, которая существует сегодня в обществе, она огромна. В Грузии, по словам Аслана Барцыц, искаженное представление о том, что происходит сегодня в Абхазии. Вот эти все попытки, программы, поездки совместные, которые были попытки решать вопросы сохранения языка через Грузию, это все напоминает некую игру в одни ворота. На сегодняшний день за Грузией стоят силы, которые не видят свободную и не считают, что мы имеем право на свою государственность. Поэтому те предложения, которые идут со стороны Грузии, они, конечно, в абхазском обществе настороженность вызывают. Государство абхазское, оно развивается сегодня своим путем. Прошло время, выросли целые поколения. Также и в Грузии выросли целые поколения. У них же свои книжки по истории и так далее и тому подобное. То есть общее восприятие нас, у них искаженное. Они по-прежнему там, в Грузии, считают, что Абхазия – это Грузия, мы оккупированная страна и так далее и тому подобное. На таких посылах искать какие-то контакты, пользы от этого, я думаю, никакой нет. Для того, чтобы контакты с Грузией имели успех, говорит Аслан Барцыц, Грузия должна перестать рассматривать Абхазию как оккупированную территорию, признать вину за свою агрессию и прекратить терроризировать Абхазию. Если мы сегодня говорим о том, что грузинское государство, ее идеология, ее народ настроен против абхазской государственности и ее народа, зачем нам ставить телегу впереди лошади? Есть определенная схема, при которой результат работы общения народной дипломатии, любой другой официальной дипломатии будет иметь успех между Грузией и Абхазией, лишь в том случае, когда Грузия предпримет ряд шагов. Уберет, допустим, понимание в законодательстве своем об оккупированных территориях, признает свою вину и в конечном итоге перестанет нас терроризировать на всех уровнях, начиная с детских поездок и культурным обменом, законодательство свое пересмотреть, признать Республику Абхазия как равноправного партнера и по переговорам. И дальше уже, когда эти этапы будут пройдены, тогда уже можно будет говорить и в экономике, и в культурном обмене, торговле. Не пройдя этот путь, все остальное не будет иметь смысла, потому что это игра в одни ворота. Сам факт состоявшегося разговора Аслан Барцыц расценил как частную беседу, но отметил неоднозначность и неопределенность ее цели.